Доброе утро, Республика! Все, кто в это утро вместе с нами, это новый день на канале НВК Саха. Мы продолжаем свою работу специально для вас в это раннее утро. Сейчас на часах в студии 7 часов утра с небольшим количеством секунд. Вторник, 17 сентября. Сегодня у нас на календаре, а в студии для вас сегодня весь этот час будет работать я, Иван Луцкан. Давайте сегодня поговорим о погоде, какая предстоит в течение сегодняшнего дня. Сегодня, по данным синоптиков, в центральных Улусах утром температура воздуха была на отметке +1, +2, днем ожидается +2, +6. В Заречье от 0 до +8, днем потеплеет до +12. На юге республики отрицательная температура утром -2, -3, а днем +3, +2. В Вилюйских Улусах +1, -2 было утром, днем +6, +8. В Нижнеленских Улусах +1, -1 утром, днем +8 градусов. На западе республики от -3 до +1, днем +6, +8. В Колымо-Индигирских Улусах утром +4, +8, а днем +8, +14. Видимо, там продолжается еще бабье лето. В Янских Улусах -1, +3 утром, днем +2, +8. А на северо-западе -2, +2, днем +3, +6. В Якутске в 6 утра температура воздуха была +2 градуса. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Идет небольшой дождь, могу сказать, это точно. Уже и лужи появились, поэтому, может быть, даже имеет смысл одеть резиновые сапоги. Днем умеренный дождь сохранится, ветер будет дуть северный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня составит +6, +8 градусов. Вот такая погода на сегодня. Думаю, кого-то она, может быть, расстроит, кого-то, наоборот, обрадует, потому что пока еще не выпал снег. WhatsApp в нашей студии 8 914 279 22 62. На него вы можете отправлять ваши приветы, поздравления, пожелания, возможно, сообщить какую-то интересную новость, которую по возможности зачитаем в прямом эфире. А пока передаю слово информационной службе нашего канала, которая расскажет о последних новостях в республике и в России. В эфире новости и самые заметные события к началу этого дня. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Погибшие при пожаре в Красноярске, который произошел накануне, не смогли открыть дверь. Об этом журналистам сообщил заммэра города Владислав Логинов. По его словам, в квартире находилось 8 человек. Поскольку дверь была заперта изнутри, необходимо было открыть ее только ключом. Гости, которые приехали, не смогли этого сделать, что говорит о человеческом факторе в этой ситуации. Люди сами не позаботились о своей жизни и здоровье. Такие слова приводит одно из изданий. Напомню, что пожар в красноярской хрущевке, произошедший накануне утром по якутскому времени, унес жизни 8 человек. Среди погибших были хозяева и гости квартиры. По данным Красноярской прокуратуры, жертвами стали прокурор, его семья и семья сестры. Основная версия причины пожара – короткое замыкание в старой электропроводке. Рассматривается и версия неосторожного обращения с огнем. Уголовное дело, квалифицированное как по причине причинения смерти по неосторожности, передано в Центральный аппарат Следственного комитета. В ночь с 15 на 16 сентября в квартире пятиэтажного дома по улице Гусарова в городе Красноярске произошел пожар, в результате которого погибло 8 человек. Среди них 4 взрослых и 4 несовершеннолетних. Установлено, что в квартире проживала семья с 2 детьми. К ним на выходные приехали родственники также с 2 детьми. В настоящее время на месте продолжают работу следователи-криминалисты, специалисты других ведомств, которые устанавливают причину пожара и обстоятельства произошедшего. Назначена пожаротехническая и другие необходимые экспертизы. В качестве приоритетной версии рассматривается короткое замыкание. Но вместе с тем будут проверены и другие версии. Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности». Перейдем к новостям в нашем регионе. Администрация Якутска отчиталась о 100% запуске жилфонда в Автодорожном, Гагаринском, Губинском, Октябрьском, Промышленном, Сайсарском и Центральном округах. Также по заявлению коммунальщиков тепло подано в поселке Кангаласы, Маган, Табага, Хатасы, Пригородный и Тулагина-Кильдямский наслег. В столице и ее пригородах чуть более 3000 многоквартирных жилых домов, из них 2700 с центральным отоплением. Запущена подача тепла в 99,8
0,7% всего фонда. Без отопления на данный момент остаются 12 жилых домов, в основном в квартирах ветхого и аварийного состояния. Там ведут ремонтные работы, запуск планируется сегодня. Между тем, в отношении должностных лиц управляющих компаний, допустивших нарушение сроков подачи тепла в жилые дома, будут направлены представления в адрес прокуратуры о привлечении к административной ответственности. Проведение антинаркотической политики и профилактических мер – один из серьезных вопросов, которые нужно держать на постоянном контроле не только министерствам и ведомствам, но и муниципальным органам власти. Такими словами глава Якутии подвел итоги работы очередного заседания антинаркотической комиссии. Посредством видеоконференции участие приняли секретари муниципальных комиссий. Привлекать некоммерческие организации для помощи в постреабилитационный период предложило Министерство здравоохранения. Минтруд, в свою очередь, рапортовал об успешности проекта по выдаче сертификатов ресоциализации. После Айсен Николаев отметил, что нужно больше внимания уделить находящимся в группе риска детям и воспитывающимся в семьях, попавшим в трудную жизненную ситуацию. А остальные ответственные ведомства доложили о профилактике в учебных учреждениях и эффективности различных акций. Экологический автопробег прошел в Якутии. Инициатором пробега по маршруту Якутск, Вилюйск, Верхний Вилюйск, Нюрба, Сунтар, Мирный стало региональное отделение гражданского комитета, экоактивисты и члены Общественного совета Минэкологии. В каждом районе следования организовали встречи с населением и проведен мониторинг экологической ситуации. Отобраны пробы воды в основных водохранилищах. Итоги акции в конце этого месяца обсудят на очередном заседании. Также без внимания не останется вопрос ситуации с загрязнением рек горнодобывающими компаниями на юге Якутии. Заключить соглашение успели о сотрудничестве в природоохранной деятельности с ПАО акционерной компании «Алроса». То есть мы обмениваемся информацией, предложениями, также итогами работы. Со слов руководства все хорошо, все в штатном режиме, в рабочем порядке решаются вопросы. Частично они очищаются, воды питьевые, да? Иногда не очищаются. Вот именно в этом месте возникает недовольство жителей, граждан, то, что, да, действительно, почему им не уделяется особое внимание. На этом у меня пока вся информация. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Спасибо, коллеги с информационной службы нашего канала. Ну а мы часто получаем новости из социальных сетей. Так, к примеру, у многих утро начинается с пролистывания Инстаграма, ленты, и там можно общаться с людьми со всего мира и получать информацию точно так же со всего мира. Конечно, можно и заплутать, и, может быть, что-то не успеть посмотреть. Так, мы подготовили подборку новостей из Инстаграма за последние выходные. Урожай у якутян нынче выдался богатым. Об этом не соврут различные паблики Якутии. Килограммы картофеля, капусты, перцев, помидоров, огромных размеров моркови. Чего только не растет за короткое лето, на земле вечный мерзлоты. Мы и клубнику выращиваем, и даже арбузы, и дыни. У нас и яблоки созревать успевают. Так, на днях в городе Покровске Хангаласского района в саду у местного жителя яблоня дала свои плоды. Дерево подарило 62 яблока своему хозяину. И еле успев собрать осенний урожай, якутян застал первый снег. Так под снежным покровом оказался Нерюнгри, затем Анабарский район, город Удачный Мирнинского района, а вчера снег настиг Вилюйский Улус. На днях столицу республики посетил известный российский журналист, телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Журналист написал об этом в своем инстаграм-аккаунте. «Я приехал в республику сохранить лес». В рамках акции «Сохраним лес» российский комментатор рассказал, что посадил несколько саженцев сосны в Якутске, а также успел посетить Ледовый дворец и покататься на коньках. Прекрасная новость о победе боксера Василия Егорова облетела не только Якутию, но и весь мир. Единогласным решением судей якутянин одержал первую победу на чемпионате мира по боксу. Василий выиграл бой против молодого эквадорца Луиса Дельгадо и теперь сразится с обладателем Кубка мира Билалом Бинама. Поединок состоится уже сегодня. Держим за Василия кулачки. Если и вам есть о чем рассказать всей республике в нашей программе, обязательно пишите нам на наш инстаграм-аккаунт «Утро НВК Саха».
Спасибо большое за интересные новости. А мы продолжаем нашу работу. У нас в студии гости. Это Поляков Денис Владимирович, врач-реабилитолог, генеральный директор, ведущий специалист по реабилитации компании «Балтийские реабилитационные технологии». Доброе утро. И Бутинова Марина Юрьевна, директор автономной некоммерческой организации адаптации, самореализации граждан предпенсионного и пенсионного возраста во время возможностей, которые приехали в нашу республику по приглашению общественной организации «Школа третьего возраста республики» в рамках программы «Народный бюджет-2019». Приехали они с интересной программой. Это провести семинары, практикумы. Что это будут за семинары, Денис? Ну, те семинары, которые буду вести непосредственно я, они посвящены теме ухода за тяжелыми лежачими пациентами. Это семинары, рассчитанные на широкий круг слушателей. Цель – это дать не только знания, но и практические навыки людям, которые впервые сталкиваются в своей жизни с такой проблемой, как уход за тяжело больным. Вот, что относится к тяжело больным? То есть это люди после каких заболеваний? Разные ситуации могут быть, но дело в том, что уход, он приблизительно одинаков будет, да, то есть мы будем рассматривать темы двигательных нарушений, мы будем рассматривать нарушения сознания и психики, мы будем рассматривать то, как нужно помогать пациенту перемещаться, да, то, как нужно страховать больного во время перемещения, то, как нужно укладывать больного, помогать ему перемещаться там в постели и так далее. Да? То есть, в основном это, конечно, больше неврологический, ортопедический профиль, то есть непосредственно профиль моей работы, но эти знания они применимы, в принципе, во всех аспектах ухода за, в принципе, за любым тяжелобольным. Вот на ваш взгляд, как врача, какой процент зависит от ухода за больными при реабилитации? Могу сказать точно, это достаточно точные данные, проводились исследования, до 60% успеха реабилитации зависит от правильно организованного ухода. Вообще, что такое тогда реабилитация? Реабилитация – это восстановление возможностей. Благодаря вот как раз-таки 60% от ухода. А 40 на что отдается тогда? 40 – это медицинские мероприятия, 40 – это мероприятия физической реабилитации. Нужно понимать, что медицинские специалисты проводят ограниченное количество времени с пациентом. Да? То есть большую часть времени с пациентом проводят как раз те, кто осуществляет за ним уход. Да? Допустим, вот в нашей практике специалист работает с больным час-два, в некоторых случаях 3 часа в сутки присутствует у пациента специалист реабилитационной бригады. Разные они могут меняться. Да? 24 часа в сутках. То есть 22-21 час пациент должен быть чем-то занят. Я так понимаю, что семинар будет направлен не только на медицинских работников, которые непосредственно занимаются этим, но и на широкий круг лиц. Это именно семинар, направленный на широкий круг лиц. То есть не нужно обладать каким-то медицинским образованием для того, чтобы понять то, о чем мы будем там говорить. Прекрасно знаем, что активно помогают в уходе за больными волонтерами. И, Марина, вы будете как раз проводить семинар для них. Серебряные волонтеры, кто это такие и вообще что это за движение? Серебряные волонтеры – это люди старшего возраста. Действительно, волонтеры помогают людям в разной ситуации. И как раз в рамках проекта «Народный бюджет» я обучаю людей старшего возраста, знакомлю их с правами и обязанностями волонтеров, какие виды волонтерского движения существуют, знакомлю их с такими особенностями, как эффективная коммуникация, да, как найти подход к человеку, как подготовиться вообще к волонтерству. И помимо людей старшего возраста, ко мне вчера на семинар уже приходили студенты вашего университета, которые тоже заинтересованы в развитии волонтерского движения и в поддержке, в том числе и серебряного волонтерства. Вот кто может стать серебряным волонтером, на ваш взгляд? Какими качествами, возможно, должен обладать этот человек? В волонтерство приходят люди активные, которые на протяжении всей своей жизни вели такой активный, бодрый образ жизни. И, выйдя на пенсию, серебряные волонтеры не хотят оставаться дома, хотят помогать людям, хотят передавать свой жизненный профессиональный опыт. Те, кто заинтересован в передаче ценностей и в воспитании подрастающего поколения. А вот не мониторили, может быть, сколько количество серебряных волонтеров насчитывается в целом по стране и где они принимают в первую очередь участие, в каких мероприятиях, возможно?
Сейчас центры серебряных волонтеров находятся в 78 регионах Российской Федерации. Больше 2000 человек считаются серебряными волонтерами, которые активно принимают участие в различных акциях. Самое популярное – это, конечно, спортивное волонтерство. На втором месте, я бы сказала, это интеллектуальное волонтерство, то есть проведение различных мастер-классов, семинаров, участие в качестве независимых экспертов, сопровождение форумов. На третьем месте экологическое волонтерство, ну, наверное, на четвертом социальное. Все-таки социальное достаточно тяжелое направление для любых категорий, в том числе и для волонтеров, но тоже сейчас набирает популярность, и волонтеры не только сопровождают какие-то городские спортивные мероприятия, но и также помогают непосредственно людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Ну а вдруг вот кто-то из наших телезрителей сейчас, увидев ваш призыв, да, захотел стать серебряным волонтером. Что ему для этого нужно? Куда возможно обратиться? У вас в городе Якутске уже давно работает школа третьего возраста, которая как раз и принимает людей старшего возраста как на обучающие программы, так и в волонтерский центр. Поэтому я всех призываю в школу третьего возраста города Якутска. Мы давно с ними уже сотрудничаем, и это действительно хорошо работающий центр, который готов принять всех желающих. А вот вы, когда путешествуете по регионам, да, проводите семинары, есть вот какое-то отличие, может быть, региональные особенности серебряных волонтеров? Может быть, где-то в центральной России вот больше там связано с интеллектуальным волонтерством, а в Якутии больше, вот, допустим, уход за больными? Не обращали на это внимание? Вот как-то? Ну, хочу сказать, что в Якутске очень хорошо развито именно интеллектуальное волонтерство. Многие преподаватели школ третьего возраста являются волонтерами, которые еженедельно ведут занятия, обучают вновь поступающих. При этом сейчас все заинтересованы в развитии других направлений волонтерства, поэтому, я думаю, все будут заинтересованы в приходе новых волонтеров, которые не только готовы будут поделиться своим личным временем, но еще, может быть, принесут какие-то новые идеи. Денис, а вот специально для серебряных волонтеров вы проводите какую-то работу по вопросам реабилитации? Ну, вы знаете, вот этот вот опыт, да, такого совместного участия, ну, для меня это первый опыт участия именно работы с серебряными волонтерами, да. Я думаю, что в будущем мы будем только налаживать наше взаимодействие. Сколько участников семинара вот ожидается у вас сейчас приблизительно? Ну, мне сказали, что порядка 30-35, наверное. А где будут проходить семинары? Семинары проходят в точке кипения, в таком творческом пространстве. На самом деле, вчера я уже проводила с волонтерами такое очень интересное пространство, которое ориентировано на развитие, на сплочение, на объединение людей. Очень здорово было. Спасибо большое. Я хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях был Поляков Денис Владимирович, он врач-реабилитолог, генеральный директор и ведущий специалист по реабилитации компании «Балтийские реабилитационные технологии», и Бутинова Марина Юрьевна, директор автономной некоммерческой организации адаптации и самореализации граждан предпенсионного и пенсионного возраста «Время возможностей». Они приехали в нашу республику по приглашению общественной организации «Школы третьего возраста» Республики Саха-Якутия и проводят семинары специально по вопросам серебряного волонтерства и вопросам реабилитации пациентов и ухода за тяжело больными. Поэтому спасибо вам большое. Ну, а мы продолжаем наш эфир. Вот знаете, когда бывает, едешь на природу или даже иногда дома, хочется использовать одноразовую посуду, чтобы потом не утруждать себя мытьем этой посуды. Так вот, интересная новость пришла из Челябинского университета. Там магистранты высшей медико-биологической школы придумали посуду из картофеля и кукурузы. Вот такая вот интересная новость. Наш мир непрост, и порой в рутине жизни мы забываем о простых вещах, подчас необходимых и нужных. И даже не подозреваем о том, что можно что-то использовать для того, чтобы где-то улучшить мир вокруг нас или улучшить в целом нашу жизнь. Поэтому мы решили запустить рубрику под названием «Мой совет», в котором будем давать легкие, простые советы, как улучшить нашу жизнь. И разговор в первом нашем сюжете пойдет о том, как подготовить машину к осени, ну и, соответственно, потом к зиме.
Сегодня мы поговорим о подготовке машины на осенний период. Только представьте такую ситуацию. Дворники из-за ливня не справляются, в зеркала заднего вида ничего не видно. Что делать? Останавливаться на обочине и ждать улучшения погоды? Этого не придется делать, если предварительно обработать стекла автомобиля антидождем. Действие этого препарата заключается в том, что под действием некоторых активных веществ вода собирается в капли, которые из лобового стекла быстро смахивают дворниками. А на остальных стеклах капли скатываются сами благодаря встречному потоку воздуха. Блюдите ли вы гигиену внутренней поверхности лобового стекла? Если ответ отрицательный, то грязь изнутри будет бликовать от света фар встречных машин и уличных фонарей, ухудшая видимость. Как следует вымойте лобовик специальным раствором, вытрите насухо бумажным полотенцем и после этого наверняка почувствуете, что вы прозрели. Проверьте элементы электрооборудования и высоковольтной части. Осведомиться о кондиции свечей зажигания и высоковольтных проводов по осени довольно полезно. Если компоненты системы зажигания изношены, то придется подолгу крутить стартер, высаживая аккумулятор, что особенно критично в холода. Как себя чувствует АКБ? Если он подавал признаки усталости еще прошлой зимой и худо-бедно отработал в летний период, то логичным было бы заменить его на новый или как минимум зарядить. В противном случае вы просто не заведетесь одним морозным утром. Особое внимание также надо уделить кузову автомобиля. Остро встает этот вопрос в холодное время. Сколы, царапины и другие повреждения, полученные в теплый период и оставленные без внимания, могут начать свести в снежную пору. Устранением дефекта можно заняться когда угодно, но практика показывает, что лучше всего заняться этим до наступления межсезонья и зимнего периода. Логичнее сделать это как можно скорее, пока проблема не стала более масштабной. Обычно автовладельцы начинают штурмовать шиномонтажные сервисы, когда температура переливает за минусовую отметку, а дороги уже слегка припорошены первым снегом. Ситуация повторяется из года в год, вызывая оторопь. Опаздывать с заменой настоятельно не рекомендуется. Скажем больше, встречаются советы переобуть машину, когда среднесуточная температура держится на отметке плюс 5, плюс 7 градусов. Первые заморозки могут ударить рано, и лучше встречать их зимними покрышками во избежание совершенно очевидных последствий. Не забывайте о правилах дорожного движения. В осенний период советую поменять стиль вождения на более плавный. Не увлекайтесь скоростью, оценивайте ситуацию со всех сторон. Будьте всегда бдительны, и пусть ваш железный конь никогда вас не подводит. Спасибо за советы. Мы продолжаем нашу работу. Хочется напомнить WhatsApp номер нашей студии 8 914 279 22 62. Этот номер, на который вы можете отправлять ваши WhatsApp сообщения. Звонить на него не надо, то видно, что пытаются прозвониться. Отправляйте сообщения, по возможности зачитаю их в прямом эфире. А мы продолжаем нашу работу. Кстати, вот я часто пользуюсь порталом госуслуг. Иногда проверяю, допустим, как идут накопления пенсионных баллов, потому что о пенсии надо позаботиться уже сейчас. Очень удобно, в 2 клика ты получаешь полную информацию, а еще за последнее время эта информация даже расширилась, полностью учитывается стаж, который отработал на крайнем севере, вредный стаж. Это прямо все указывается и индивидуальный пенсионный коэффициент, который потом будет учитываться при назначении пенсии. Надеюсь, что в ближайшие 20 лет больше пенсионных реформ не будет, и то, что там написано, все сбудется. Но, по крайней мере, портал госуслуг наращивает различное количество госуслуг, которые можно получить в электронном виде. И это становится очень удобно, потому что, во-первых, есть и скидка при оплате госпошлины порядка 30%, плюс к этому не надо стоять в длинных очередях. Какие еще госуслуги можно получить и как перечень будет расширяться в нашем следующем сюжете. По данным Минкомсвязи, справочно-информационном интернет-портале госуслуг по состоянию на апрель 2019 года было зарегистрировано 86,5 миллиона россиян. Сайт обеспечивает доступ физических и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных услуг в Российской Федерации, а также предоставляет госуслуги в электронной форме. Все услуги размещены на портале, соотнесены с конкретным регионом России. Суперсервисы построены на анализе жизненной ситуации человека и проактивном предоставлении всего необходимого комплекса услуг в один клик. Сейчас там доступны прототипы суперсервисов, которые помогут при рождении ребенка, поступлении в ВУЗ, переезде в другой регион, оформлении европротокола, подаче заявлений в правоохранительные органы и другие. Всего 10 суперсервисов. Любой может с ними ознакомиться и высказать свои замечания.
До конца сентября текущего года планируется всего 25 суперсервисов для работников, пенсионеров, автовладельцев, собственников, студентов, иностранцев и предпринимателей. Ну вот, остается пожелать только присоединяться к тому миллиону огромному количеству человек, которые зарегистрированы на госуслугах, и получать оперативно эти государственные или муниципальные услуги. Вот такая интересная новость. Считается, что половина населения Земли, они функциональные билингвы. При этом для большинства оба языка родные. Ну, например, как у нас в Республике Саха-Якутия. Более того, существует множество билингвальных сообществ, преимущественно в Латинской Америке, Африке и Азии, где монолингвальные языковые нормы могут не использоваться или вообще в целом не существовать. О пользе билингвизма, то есть когда человек разговаривает на 2 и более языках, один из которых родной, второй не родной, расскажут эксперты-психологи. Доброе утро! Сегодня я вам расскажу об особенностях формирования речи детей раннего возраста в условиях билингвизма. В зависимости от возраста выделяют билингвизм ранний и поздний. К раннему билингвизму в основном исследователи относят возраст до 6 лет. Но при этом следует учитывать, что есть еще и ранний возраст от 0 до 3 лет, когда идет интенсивное развитие речи ребенка, когда наблюдается особая чувствительность к языку. Для того, чтобы ребенок стал билингвом и хорошо овладел языками, следует создавать специальную развивающую речевую среду в условиях билингвизма. Первый вариант – это когда родители общаются с ребенком по принципу «один родитель, один язык». Второй вариант – это когда родители общаются с ребенком в зависимости от ситуации. То есть дома они общаются на одном языке, в дошкольном учреждении, образовательном учреждении ребенок общается на другом языке. Если же билингвизм будет развиваться стихийно, без контроля, без специальных условий, то ребенок будет путаться в грамматиках и правилах 2 языков. И это приведет к задержке речевого развития. При задержке речевого развития все-таки лучше остановиться на одном языке и развивать речь ребенка на одном родном. Использовать различные методы стимуляции речи, активизации речи ребенка. И самое главное тоже контролировать, следить за правильностью своей речи при общении с ребенком. В норме при билингвизме все равно дети сначала смешивают языки, но суть в том, что именно грамматические категории, синтаксис здесь не меняются. То есть одна основная грамматика есть доминирующего языка, и он просто к ним добавляет слова, которые ему более может легче получается, легче выговорить. До 3 лет они немного смешивают, с 3 лет уже начинает разграничивать 2 языка. До 3 лет они осваивают как один язык. Они не различают, что это абсолютно 2 разных языка. Они просто используют в речи то, что проще звучит. В настоящее время наблюдается интенсивный рост количества детей с речевыми нарушениями. И поэтому очень важна подготовка высококвалифицированных специалистов, учителей, логопедов, дефектологов, чем и занимается наша кафедра специального педагогического образования Педагогического института. Дорогие родители, следует помнить, что речь ребенка в условиях билингвизма будет успешно формироваться только при условии, если вы с самого рождения будете создавать благоприятные условия развития речи детей. Добро пожаловать в новый день. Мы продолжаем наш эфир. Сегодня вторник, 17 сентября. И хочется пожелать всем только положительных эмоций и доброй всем недели рабочей, которая еще предстоит, порядка 4 дней. Ну а там уже долгожданные выходные. Заглянув немного в прогноз погоды, я увидел, что вся неделя будет дождливая. Может радоваться, может огорчаться, хоть снег не идет, и то хорошо. А сейчас хочется передать слово информационной службе нашего канала.
В эфире новости и самые заметные события к началу этого дня. В студии Василий Раченко. Здравствуйте. Погибшие при пожаре в Красноярске, который произошел накануне, не смогли открыть дверь. Об этом журналистам сообщил заммэра города Владислав Логинов. По его словам, в квартире находилось 8 человек, поскольку дверь была заперта изнутри, необходимо было открыть ее только ключом. Гости, которые приехали, не смогли этого сделать, что говорит о человеческом факторе в этой ситуации. Люди сами не позаботились о своей жизни и здоровье. Такие слова приводит одно из изданий. Напомню, что пожар в красноярской хрущевке, произошедший накануне утром по якутскому времени, унес жизни 8 человек. Среди погибших были хозяева и гости квартиры. По данным Красноярской прокуратуры, жертвами стали прокурор, его семья и семья сестры. Основная версия причины пожара – короткое замыкание в старой электропроводке. Рассматривается и версия неосторожного обращения с огнем. Уголовное дело, квалифицированное как по причине причинения смерти по неосторожности, передано в Центральный аппарат Следственного комитета. В ночь с 15 на 16 сентября в квартире пятиэтажного дома по улице Гусарова в городе Красноярске произошел пожар, в результате которого погибло 8 человек. Среди них 4 взрослых и 4 несовершеннолетних. Установлено, что в квартире проживала семья с 2 детьми. К ним на выходные приехали родственники также с 2 детьми. В настоящее время на месте продолжают работу следователи, криминалисты, специалисты других ведомств, которые устанавливают причину пожара и обстоятельства произошедшего. Назначена пожаротехническая и другие необходимые экспертизы. В качестве приоритетной версии рассматривается короткое замыкание. Но вместе с тем будут проверены и другие версии. Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности». Перейдем к новостям в нашем регионе. Администрация Якутска отчиталась о 100% запуске жилфонда в Автодорожном, Гагаринском, Губинском, Октябрьском, Промышленном, Сайсарском и Центральном округах. Также по заявлению коммунальщиков тепло подано в поселке Кангаласы, Маган, Табага, Хатасы, Пригородный и Тулагина-Кильдямский наслег. В столице и ее пригородах чуть более 3000 многоквартирных жилых домов, из них 2700 с центральным отоплением. Запущена подача тепла в 99,8% всего фонда. Без отопления на данный момент остаются 12 жилых домов, в основном в квартирах ветхого и аварийного состояния. Там ведут ремонтные работы, запуск планируется сегодня. Между тем, в отношении должностных лиц управляющих компаний, допустивших нарушение сроков подачи тепла в жилые дома, будут направлены представления в адрес прокуратуры о привлечении к административной ответственности. Проведение антинаркотической политики и профилактических мер – один из серьезных вопросов, которые нужно держать на постоянном контроле не только министерствам и ведомствам, но и муниципальным органам власти. Такими словами глава Якутии подвел итоги работы очередного заседания антинаркотической комиссии. Посредством видеоконференции участие приняли секретари муниципальных комиссий. Привлекать некоммерческие организации для помощи в постреабилитационный период предложило Министерство здравоохранения. Минтруд, в свою очередь, рапортовал об успешности проекта по выдаче сертификатов ресоциализации. После Айсен Николаев отметил, что нужно больше внимания уделить находящимся в группе риска детям и воспитывающимся в семьях, попавшим в трудную жизненную ситуацию. А остальные ответственные ведомства доложили о профилактике в учебных учреждениях и эффективности различных акций. Экологический автопробег прошел в Якутии. Инициатором пробега по маршруту Якутск, Вилюйск, Верхний Вилюйск, Нюрба, Сунтар, Мирный стало региональное отделение гражданского комитета, экоактивисты и члены Общественного совета Минэкологии. В каждом районе следования организовали встречи с населением и проведен мониторинг экологической ситуации. Отобраны пробы воды в основных водохранилищах. Итоги акции в конце этого месяца обсудят на очередном заседании. Также без внимания не останется вопрос ситуации с загрязнением рек горнодобывающими компаниями на юге Якутии. Заключить соглашение успели о сотрудничестве в природоохранной деятельности с ПАО акционерной компании «Алроса». То есть мы обмениваемся информацией, предложениями, также итогами работы. Со слов руководства все хорошо, все в штатном режиме, в рабочем порядке решаются вопросы. Частично они очищаются, воды питьевые, да, иногда не очищаются. Вот именно в этом месте возникает недовольство жителей, граждан, то что, да, действительно, почему им не уделяется особое внимание. На этом у меня пока вся информация. Спасибо за внимание и хорошего вам дня.
Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. И у нас в студии очередные гости. Это Торговкин Айсен, член молодежного совета Республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения, и Соколова Ольга, она является председателем молодежного совета Якутской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации. Сложное название. И ребята сегодня пришли рассказать о том, как прошел 6-й уже, по-моему, да, слет молодежных работников здравоохранения. Сразу же вопрос, как он прошел, для чего он вообще необходим был. Здравствуйте. Да, действительно, в этом году уже 6-й по счету. Ежегодное мероприятие, плановое, которое проводится для молодых профсоюзных лидеров, которые принимают участие в сборных командах своих учреждений. И в этом году уже 6-й раз все собрались в условленном месте, которое было по положению обговорено, время, дабы вот провести так весело, скажем, спортивно этот день, побороться за первенство, получить призы и награды. Вот, 12 сентября на Покровском тракте мы собирались, 11 команд приняли участие. В этом году заявок поступило очень много к рассмотрению, все команды мы приняли. И вот по итогам хотелось бы сказать, что все 11 команд приняли участие в этом году, и те задания, которые мы в этом году им дали, согласно положению, так как мероприятие ежегодное, проходит каждый год по этапам. В этом году мы принесли новые, значит, этапы, которые молодежный совет на рассмотрение Рискома предложил. Они нас поддержали, и мы смогли внести новые этапы в эти виды. Вот как раз мы сейчас видим фотографии с этого слета, как он проходил. Но за 6 лет уже, наверное, определенные традиции сформировались. А вот в чем было тогда отличие, вот, допустим, от предыдущих лет? Отличие было то, что есть определенные традиционные мероприятия, получается. Есть полоса препятствий, это традиционный, получается, разжигание костра и первая медицинская помощь. Это вот традиционный. Мы внесли своим молодежным советом такие станции на командное образование, чтобы тимбилдинг называется, как говорится, попроще. Риском нашу заявку рассмотрел, одобрил, и, в принципе, команда все понравилось, идет хорошо. А вот какие больницы приняли участие? 11 команд, получается. ЯРКВД было, чисто женская команда, вот изюминка наша, получается. Республиканская больница номер 1, Национальный центр медицины, Республиканская больница номер 2, Республиканская больница номер 3. Бюро судмедэкспертизы, да, бюро судмедэкспертизы, научно-практический центр фтизиатрия. Улусные были, Хангаласская больница. Амгинская, они постоянно приезжают, каждый год поддерживают. Ну, обязательно, как же без них, да? Да, и детская инфекционная больница в этом году тоже приняли участие. Да. Ну, в общем, как-то 11 команд, это, мне кажется, очень достойно, очень много. В том году и позапрошлом году плюс-минус варьировалось количество команд. Каждый год увеличивается количество команд, тем самым, получается, популярность увеличивается. Каждый год лучше становится. Вот вы ощущаете, вот для медиков, ну, по своему опыту мы чувствуем, всегда стрессовые ситуации у нас, да, и вот такие мероприятия полезны ли, объединяют они, помогают ли они разгрузиться медицинским работникам, особенно молодым, которые вот только, может быть, со студенческой скамьи попали. Поэтому мы решили внести вот традиционные вот станции на командное образование, потому что работа стрессовая. Некоторые даже вот из больших больниц, некоторые друг друга даже не знают, команды свои, получается. И чтобы сплотить команду, чтобы лучше себя чувствовать, когда после этих испытаний, можно сказать, командообразования, лучше чувствуешь себя лучше, гораздо лучше. И ты знаешь, как сказать, бывает, что ты больше доверяешь своему коллеге, и уже на работе чувствуется себя легче. Ну и, наверное, коммуникативные навыки улучшаются, да, между больницами. Это же еще и прямая связь между работниками, которая потом на пациентах сказывается. Быстрее, оперативнее какие-то решения принимаются. Так они и готовились к мероприятию всем коллективам. Это же заслуга не только той команды, которая выступала на этих этапах, заслуга всего учреждения и администрации, и профсоюзной первичной организации, и непосредственно руководителей в самих отделениях. Это ведь нужно собрать команду, сплотить команду, отправить вместе. У них было домашнее задание такое, как флешмоб.
Это вот массовое выступление, мы не ограничили количество участников, поэтому на визитке они представили танцевальные композиции различные, «Голь на выдумку хитра», там были невероятные прямо выступления, были отмечены тоже отдельными призами, первым, вторым, третьим призовым, и каждая команда получила призы. То есть коллективы полностью принимали участие в подготовке длительно, с момента выхода положения, и на месте даже болельщики с собой приезжали вместе с командами, поддерживали их на протяжении всех соревнований. Было такое, что даже какие-то этапы длинные, как туристическая полоса препятствий, рядом прямо бежали, фотографировали, подбадривали, канат, такой зрелищный этап, самый такой любимый. Тоже вот поддержка коллектива и тот момент, когда они пытаются сплотиться и в подготовке, и во время соревнований, мне кажется, это вот дорогого стоит и очень ценно для всего коллектива. А каковы результаты? Вот кто получил первое место, кто второе? По результатам, по общему зачету выиграла команда Республиканского детского тубсанатория. Второй год подряд. Второй год подряд, Молодцы. двукратный чемпион. Но мы еще разделили по номинациям, получается. Есть была визитка, была по общий зачет и канат. Получается, по визитке выиграла детская инфекционная клиническая больница. У них прям очень красивая была визитка. И флешмоб. И по канатам, конечно же, выиграла Республиканская больница номер 2. Какие-то есть дальнейшие планы у молодежного совета? Да, у нас впереди большая работа и плановая. Мы хотим провести семинар вот буквально в октябре по информационной работе в первичной профсоюзной организации, также молодежный бал, подведение итогов. У нас большой план, который составляется в конце года, и на весь год полностью поэтапно мы планируем, как будет что проходить. Поэтому, да, у нас большие грандиозные планы. Хотели бы сказать Роскомздравоохранению большое спасибо за поддержку и возможность быть организатором мероприятий. Спасибо большое. Хочется пожелать удачи в реализации этих планов. Надеюсь, все намеченное исполнится. И молодые работники системы здравоохранения также будут активны, позитивны, собираться и творить что-то новое. А сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу. Оставайтесь вместе с нами. Далее мы продолжим. Доброе утро, мы продолжаем свою работу, новый день на канале НВК Саха. Сегодня вторник, 17 сентября. И давайте прямо сейчас поговорим о погоде, которая ожидается сегодня в республике. Сегодня, по данным синоптикам, в центральных улусах утром +2, +1, днем +2, +6. В Заречье от 0 до +8 было утром, днем потеплее, +2, +12. На юге республики утром -2, -3, днем +2, +3. В Вилюйских улусах -2, +1, днем +6, +8. В Нижнеленских улусах -1, +1, днем ожидается +8 градусов. На западе республики -3, +1 было утром, днем +6, +8. В Колымо-Индигирских улусах утром +4, +8, днем +8, +14. В Янских -1, +3 утром, днем +2, +8. На северо-западе республики -2, +2, днем +3, +6. В Якутске в 6 утра температура воздуха была +2 градуса. Давление 745 миллиметров ртутного столба. Небольшой и утром, и в течение дня будет умеренный дождь. Ветер будет дуть северный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха утром и ночью составляла +1, +3, а днем же ожидается +6, +8. Будет пасмурно.
Давайте поаплодируем образцовому коллективу Российской Федерации, народному ансамблю эстрадного танца «Сюрприз» и его руководители здесь, педагоги этого ансамбля, руководитель гастрольной группы, которая выезжала буквально недавно на фестиваль за границу. Это Диана Посельская и Виктория Дьяконова. Доброе утро. Хочется поподробнее рассказать, откуда вы приехали и что удалось там заполучить. Мы были на международном танцевальном фестивале «Конкурсы» в Южной Корее, в городе Вонджу. Проходил он с 3 по 8 сентября. Участвовало в фестивале более 1500 человек. Мы соревновались с 36 профессиональными взрослыми коллективами. Особенностью фестиваля было, что не было возрастных каких-то ограничений. То есть наши дети наряду с профессионалами соревновались. И мы вошли в 6 лучших коллективов и получили вот диплом. Нам вручили диплом за участие и диплом как лучшая команда. Лучшая команда. Вот только «Сюрприз» могу слово там прочитать. Тоже. Вот такие дипломы нам вручили. Также особенностью фестиваля было, что мы танцевали на огромной сцене. Для нас это было впервые. Сцена была 120 метров длиной и 50 метров шириной. Как бы, ну, слова это одно, цифры слышать, а когда мы увидели это вживую, мы немножко были такие ошарашились, но наши девочки справились. А были какие-то трудности, вот, связанные с выступлением? Ну, самая большая трудность была это танцевать под ливнем. Мы как раз попали вот в такой сезон, и в день нашего выступления шел очень сильный ливень. Даже был тайфун. Да, вот. Прям стеной. Да. Сильно промокли? Прям все костюмы до ниточки, лапки у девочек, костюмы прям вообще выжимали после выступления, да. Там было покрытие такое, как ковер, и там вода прям впитывалась, вот. И брызги летели, когда они танцевали. Вот. А какие были условия для участия и что нужно было для того, чтобы победить? Нужно было сделать парад, то есть такой танец движений. Для нас тоже новая такая форма. Мы обычно в такой форме не работаем. И вот на протяжении всей вот этой длинной сцены нужно было пройти. Также мы танцевали на центральной улице, прямо на улице. То есть с двух сторон стояли люди. Мы танцевали прямо на улице. И еще концертная программа, которая состояла у нас из 6 номеров на 16 минут, которую мы представили на суд зрителям прямо там на фестивале. А вот были зрители и было жюри наверняка. Вот кто входил в состав этого жюри? В состав входило 8 человек из разных стран, в том числе из России был член жюри из города Владивосток. И ну, всем очень понравилось. Мы еще нам должны прислать все вот эти вот, что сказал. Рекомендации, да, ошибки там и все прочее. Вот это. А сколько дней длился вот этот фестиваль? С 3 по 8. То есть получается 5 дней, да? Да. А отдохнуть немножко успели-то, нет, хотя бы? Ну да, удалось побывать в Сеуле, столице Кореи. На экскурсии мы съездили. И в самом городе Вонджу, где был фестиваль, тоже от мэрии были экскурсии тоже. Да, побывали в развлекательном центре, в развлекательном парке Эверленд, самый знаменитый большой парк. Мы под большим впечатлением остались, детям очень понравилось. И когда мы возвращались, уже только сели в самолет, дети уже просились обратно, спрашивали, когда мы поедем вновь, куда и как это будет все организовано. А что больше всего запомнилось? Больше всего запомнился сам фестиваль. Да, там очень много иностранных коллективов тоже со всех стран. И сами корейцы тоже очень тепло встречали нас. Да, были просто шквал аплодисментов. Прям. Но критерии были именно, что как... Ну, оценивалась креативность, эмоциональность. Большое значение имела поддержка зрителей. Это тоже оценивалось, как бы обычно на фестивалях не оценивается, а тут это оценивалось, как зрители реагируют на выступление. Ну и зрителей было очень много. Вообще стадион был очень огромный. Прям все жители города как будто бы собрались и на этом стадионе. И а вот приблизительно по оценкам, сколько зрителей? Ну, примерно где-то 10 тысяч, наверное. Да. Как минимум. Хотя шел дождь. Все стояли с зонтиками и все равно смотрели. Спасибо вам большое за то, что подошли в студию. Спасибо девушкам за то, что выступили, порадовали нас с утра. Я напомню, что у нас в гостях был образцовый коллектив Российской Федерации народный ансамбль эстрадного танца «Сюрприз» и его руководитель Диана Посельская и Виктория Дьяконова.
А сейчас мы продолжаем нашу программу. Последние изменения в выдаче водительских прав коснутся, наверное, каждого из нас. И пора посмотреть о том, что же будет нового. Сейчас во время сдачи теоретической части правил дорожного движения можно допустить 2 ошибки. Необходимо правильно ответить на 18 из 20 вопросов. По новым правилам, после каждого промаха нужно будет ответить еще на 5 дополнительных вопросов того же тематического блока. Работа с автошколами идет следующим порядком. Значит, у автошколы есть график, в соответствии с которым они заблаговременно за 3 дня до назначенного времени приносят пакет документов граждан, которые непосредственно, значит, участвуют на сдаче теоретического экзамена. Приносят пакет документов, забиваются в базу данных. В назначенное время граждане, конечно, оповещены, приходят, вызывают по фамилии. В очередях они у нас находятся минимум, они не занимают. Соответственно, вызвали по фамилии, прошли на теоретический экзамен. После сдачи благополучно теоретического экзамена, либо неблагополучно, информация сразу предоставляется. То есть, значит, если первая попытка не удалась, объясняется, что приходите через неделю и так дважды. Завершив процесс обучения автошколе и успешно сдав экзамены, вы можете воспользоваться порталом госуслуг и оформить заявление на получение водительского удостоверения через интернет. Преимуществ много. Можете записаться через единый портал государственных услуг, выбрать себе день, время, как вам удобно, и записаться, и прийти к нам на получение водительского удостоверения. Ну, преимущество еще большое, то что со скидкой. Скидка у нас действует 30% на получение водительского удостоверения, ну и регистрация транспортных средств. Оплата у нас полноценная 2000 рублей, а со скидкой у нас идет 1400. Чтобы получить заветную карточку, начинающим автомобилистам экзамен нужно сдать по всем 3 направлениям. Кроме сдачи теории, это еще и площадка и экзамен в городе. Наталья Колесова, Андрей Рукавишников. Новый день. Уважаемые наши любимые работники нового дня, с добрым рабочим днем, отличного рабочего дня. Вот такая смс пришла к нам. Мы вам желаем всего самого того же. Пока-пока.